По легенде командно-штабных учений, пожар в перинатальном центре возник на втором этаже в вентиляционном отсеке. Звонок в МЧС поступил сразу же. Одновременно, согласно инструкции, начали эвакуацию персонала и пациентов. Однако остались и те, кто не смог из-за задымления выбраться самостоятельно. И здесь на помощь приходят вовремя подоспевшие пожарные и спасатели. В здании перинатального центра 6 этажей. На каждом остались пострадавшие. Их сейчас эвакуируют спасатели. Спасение людей происходит несколькими способами. С помощью автолестницы Куба жизни и пожарного спасательного рукава. Всего в эвакуации пожаротушения задействовано около 10 единиц техники. Спасатели действуют слаженно, оперативно выполняя поставленные перед ними задачи. Здесь же развернут специальный штаб, где координируется действие всех пожарных расчетов и других служб жизнеобеспечения. Вся информация о ходе спасательной операции тут же передается по рации в штаб. Главная цель подобных учений – в первую очередь слаженная и правильная координация действий работников перинатального центра и спасателей МЧС. После лечения пациентов, как признают сами медики, на втором месте пожарная безопасность. Поэтому подобные учения в центре проходят несколько раз в год. Очень серьезно подошли к этому вопросу люди, которые отвечают за безопасность именно в пожарном отношении в нашем перинатальном центре, наша служба безопасности, поскольку они проводили очень такую серьезную работу с медицинским персоналом, собирали их на инструктажи, повторно проводили лекции. Еще одна цель учений – налаживание взаимодействия между всеми ведомствами. Это также очередной этап профессиональной подготовки пожарных. Правда, не на всех объектах соблюдаются требования и нормы противопожарной безопасности, что значительно усложняет работу спасателей. По объекту у нас, конечно, проблемные вопросы по размещению, по расстановке сил и средств. Технику поставить тяжеловато, потому что нету подъездов для высотной техники. Это автолестница, которую мы сегодня разворачивали. Из-за мест узких проездов и площадок, отсутствующих площадок для расстановки данного вида транспорта. То есть там минимум 18 площадка должна быть, где устанавливается высотная техника. Вот эти проблемные вопросы. Потом проблемные вопросы по водоснабжению объекта. То есть у нас на данном объекте только 2 гидранта, нам минимум необходимо 4 источника здесь. То есть и водоемы, еще гидранты нужны. Предварительные итоги совместных учений подведены. Действия личного состава пожарной охраны в МЧС оценивают на удовлетворительно. Необходимо улучшить результат, а значит, на объекте еще не раз проведут подобные учения. Михаил Тангиев, Ахмед Парчиев, Новости 24.